Всем привет! У нас небольшое путешествие на водный. Время 14:39. Мы собрались опять на водный по достопримечательностям. Алексей нам будет показывать путь. Надеюсь, у нас все получится. То есть у нас будет дорога по лесу. Мы едем на факела. Максимально докуда можно. Так мы тут утрамбовываемся, потому что дальше мы пойдем сейчас пешком. Через речку, да, будем переходить? Да, через речку, конечно, по реке. Девочки, через реку. Ну, как проспортом, мы сейчас подожгем от факела. Так это и есть факела, что ли? И обратно будем бежать. Только догонять. Девчонки! Так, это река Ухта. Вот так вот спускаемся. Река Ухта, древний путь из европейской части в Сибирь. То есть, смотрите, с бассейна Двины на бассейн на бассейн Печоры. Как раз по реке Ухте шел путь торговый. Река Ухта, само название переводится как река Волоховая. То есть с языка ханты, манси. Ну и, кстати, и в ханты, ну, и у хантов, и у манси свое название. Там где-то Ухта, где-то Охта. У них называется Волохова река, другая называется перешейк между реками. В гору поднимаемся. О, красиво, сейчас покажу. Вот интересные провалы, это вот родники не выходящие. То есть не замерзает вода, здесь можно пойти и сейчас провалиться. Да-да-да, видите, такие есть провалы. Девочки, в сторону с тропинки не уходите. Тут воды. Так интересно, как будто специально насажены деревья. Да. Или вырублены наоборот. Никто их специально не садил, да, честно говоря, прям. Ага. Там, главное, пусто, и тут поля. Да, вот идем мы сейчас по Болотской местности. Летом здесь непроходимо. А, летом тут трудно проходить? Ну, здесь-то болотисто, да, вот именно. Ага. Именно здесь это болотисто. Надо бы летом проходить. Так-то там вот, горы растут на песочке. Места грибные замечательные. Приезжайте к нам за грибами зимой. А, зимой? Ой, не зимой. Летом, конечно. Я думаю, это сарказм. Да, как говорился. Я когда ухожу где-то от компании, отдаляюсь в лес, говорю, что я пошел грибы пособирать. Ага. Подснежники. Вот у нас пошла дорожка. Сосновый бор. Да. Дети отстали. Так, это, слушай, надо не терять их. Где они там потерялись? Аня, Вера, мы вас ждем. Эту волки догонят. Волки могут догнать. Быстрей.
Кстати, прогулка вполне серьезно. Волки вокруг поселка гуляют постоянно. Сейчас? Ну, вот я ж не знаю, если ты не видел. А вот я знаю, что ну, года 3 назад вот у нас там на окраине поселка прям этой, будки собаку съели. Был год, когда 4 собаки в поселке съели. Решил решать, что сейчас предзакатное время как раз будет это. Огонь как это, интересно видно. Ой. Квадрокоптер. Где там наши девочки? Опять отстают. Но мы так и идем вдоль реки. Вот она справа Ухтушка. Видно. Мы так и шагаем. Сзади идут Вера, Аня. Ой. Ну, в принципе, тут уже ветра нет в лесу. Хорошо. Утеплились мы, конечно, максимально, чтобы не замерзнуть. Чего там? Говорят, лисичка прошла. Вон следы. Кстати, обратите внимание, вот прорисовывается дорога. Здесь это старые промысловые на дороге. Промысловые. То есть был водный промысел ранее. На видео попадем. Там впереди выше по течению. То есть мы сейчас идем как раз на... Хочется сказать слова, куда ж, Сусанин, ты нас завел, да? И еще с двумя какими-то шашками. Я так и не поняла пока, для чего они. Мы идем по земле. Женя, видишь, прорисовывается дорога. Это, собственно, дорога на Стёрке была. Стёрка на вот этой стороне реки. В этом окошке. Мне интересно. Мы с тобой так быстро с руками и не сделали, да? Что нет, там, блядь, сделаем, это просто мы с тобой не собираемся поговорить, а просто сами сунутся. Сейчас просто мы пока где-то номер один где-то будем подходить, это сделаем приняли ветераны. Сделаем выставку даже постоянно. А какой камень вставляем? А вот старые друзья моего Смотрите, да, вон не мешает. А, Вот было бы темно, было бы еще интереснее. все видно, видно. Точно. А, ничего себе. То есть далее вот идет просматривается дорога, то есть это была дорога на один из химзаводов. Сейчас погреемся. Вы видите 12 месяцев? Они есть. 12 березок каких-то? Ну, образно говоря, это так. Да? Это в духе надо. Ну, когда приходишь, люди сказка 12 месяцев, когда пришли в лесу костер. Да, знаю. Нужно выйти вот туда. Просто увидите, как это, жизнь такую, приличную сказать, да? Лодки, сараи. Ага.
Ну вот, можно пить чай. Да, кстати, в примере ребята здесь глинтвейн варили. Вполне. Ставь котелочек и вари. Ну, добрые люди котелочек повесили. И сколько в таком уже состоянии? Где-то под лет 80, наверное. Да, не имея, смотрите, промысел закрылся в 56 году, а по факту, ну, в общем-то, газ, есть данные, что вот наш Чуть-чуть, проект. я прямо сказал, правильно? Да. То есть он уходит под этим давлением постоянно, да? Да. Не больше, не меньше. Да? Нет, вполне возможно, что было когда-то больше. Не, больше То есть, было. Вот тот, иссякает, да. который вот самый был главный, ну, считался центровой, популярный, он уже еле горит. А он был, там ну, уже такое упал. метровое пламя было. Здесь, смотрите, вот, к сожалению, к вашему приходу я не нашел фотографии. Вот у нас, если перейти туда, к поселку, вот сейчас, может, если мы решимся этой тропинкой, интересненькая. Место называется Кирпичный. Вот. Я еще во времена своего детства, быстро вспомню, стояли опоры, такие треножники, такие металлические, но вот в нулевые года их эти варвары порезали, их только на эти остатки. Так вот, эти опоры, есть фотографии, был такой у нас на водном Подуба, он все снимал. Вот у меня, к сожалению, к вашему приходу не нашел, может потом найду. Есть прям фотографии, что висячий газопровод. То есть вот предположительно от этой скважины шел. Здесь, кстати, вот смотрите. Чай-то Здесь- будете пить? Самое Да, время. вот мы уже снимаем, да, Да, смотрите. у нас есть. Вот мы сейчас находимся в этой вот такой петельке. На бочке. Вот река Ухта. А, То есть вот это были это все бывшие радиопромысел. То есть воды находились на глубине, начиная от 300, 300, 400, 500 метров. А газ, он находился ближе. То есть пока шли к воде, проходили несколько слоев газоносных. И, в общем-то, А где здесь? здесь вот предположительно, сейчас очки одену, она немножко искажена. Короче, скважина, как вот этот наш краевед Хорошавин, Валерий Григорьевич, который вы там видели. Ага, да. Вот, он говорит, что это скважина 25-я. Значит, получается, тык-тык. Сейчас скажу, 78-я. Вот, только здесь она искажена, показана на берегу. На самом деле она вот где-то вот в глуби. То есть, да, вот эта скважина, вот предположительно. Здесь, получается, тоже свои издержки. А, мы вот тут вот перешли, да, вот тут вот. Вот Пере- тут. И сюда вдоль. Да, мы недалеко шли, да. То есть, в принципе, все скважины имеют номера, в том числе и эта скважина имеет свой номер. Да. И вот, ну, косвенные данные говорят, что, скорее всего, именно с нее. То есть шел газопровод, а газопроводов таких было, вот, по моим данным, их не менее 4, это точно, вот я, ну, вот 4 я там могу точно, на самом деле их могло быть больше. Да. И начиная с 30-х годов, 20-х годов, газ, то есть поселок, газ внешний от Воевожа к нам пришел только в 57 году. То есть до 57 года газ был местный. Вплоть до того, что я сейчас нашел данные, что даже котельная на газу, то есть частично, 1/3 котлов работала на местном газу. И даже в 40-е годы, 50-е, у нас на водном была своя газонаполнительная станция. То есть, представляете, весь транспорт на водном был переоборудован на газ. И то есть вот сейчас вот мы это уже, ну не то что ноу-хау, сейчас вот, ну как бы как современность, а уже на водном транспорт ходил. Самый первый автобус рейсовый ходил в Ухту, наш воднинский, делал 2 рейса, один утром, один вечером. Он тоже был оборудован на газу. Вот у меня знакомый есть, у меня, ну, в кругу знакомых, кстати, кандидат наук. Возьми, Ань, пожалуйста. Брали пробу этого газа, вы знаете, газ, на удивление, очень высокого качества. Приходит вот сюда, на это место, его всегда посещает одна и та же мысль практически, ну, рано или поздно. Он сидит, смотрит на огонь и думает, вот идет газ, он чей? Государственный. Государственный. Да. Какого государства? Ну, этих годов, если. Ну, вообще. Коми, всего вот да? сейчас он чей? Коми государства. Государственный. Какого государства? Россия. Российская Федерация? Да. Как он говорил еще до Российской Федерации. СССР. СССР. Значит, СССР, да? А Видел? до СССР был газ здесь или нет? Потому что, как говорится, До есть... СССР он через вон булькает, в реке выходит языками. был, да. То есть Он тогда вообще- чей? Нет, у нас как, если Российская место империя. арендуешь, то все, что ты на арендованном месте находишь, это тебе принадлежит. Как же у нас карьеры Значит, покупают, у нас еще есть что-то. такое, сейчас последний раз мне очень понравилось на эту тему анекдот. Если у меня на участке нашли нефть, то она государственная. А если коноплю, то она моя. Да. Точно. Вот Да, это, да, в двух И словах, срок тоже, да, мой? в двух словах это, да, Есть просто современное глоток чая. устройство. Да, газ наш общественный. Когда вот находятся дельцы и говорят про то, что типа вот бы надо бы это, а почему так проходит, короче, периодически возникают такие темы, что а что ж он выгорает, почему не затампонировать? Я говорю, не надо тампонировать. Люди ходят, это у нас тропа здоровья, ходят счастливые Почему он пенсионеры. не У нас- выгорает? Потому да. что он
5 миллиардов лет, сколько существует, как говорят, планета Земля, здесь был. Да-да-да. Газовый шар был. Он здесь, почему он не выгорает? Мы выгорим все, он будет гореть. Человек может бесконечно смотреть на огонь, воду и как работает другой человек. Да? Нет, там же еще как по законодательству, да, допустим, в Штатах, если нашли нефть, да, все, она ваша, и вы уже миллионер, да, нефтяной. А у нас же не так, по идее. У нас, да, Ты нет нашел нефть, все, молодец, что ты не Потому погуляй. что Заходит там Роснефть и так далее. и начинает. справедливость, я считаю, она началась когда? Вот, допустим, с древних веков. Идет человек по земле, нашел кусок золота. Он мой, я же его нашел, да? Или идет он, нашел речку хорошую с рыбой и построил домик. Теперь он там живет? Да. Но это было давно. А сейчас, если ты там домик поставил и решил жить, то ты почему-то кому-то должен за это... Самозахват называется. Налог. Летом, кто собирается на рыбалку ехать, они переплавляются, а там эти вода лежат, они крылья обжигают и падают. И там такое условие, раз набрали. Такое наблюдение, если честно, интересно, не знаю. Этих оводов там потом поедешь, там не надо их собирать. Вот такое уникальное явление у нас в поселке Водном. То есть, как бы, знаете, вот на Камчатке есть долина гейзеров, а у нас своя долина факелов. Вот это очень такое популярное место у нас у пенсионеров, у водницев. То есть у нас эти активные пенсионеры на Водном очень тоже. Люди пешком ходят и вечерами, и по темноте люди ходят, и рано утречком. То есть популярное место для, можно сказать, ну, самая настоящая тропа здоровья. Таких у нас вот, ну, не менее 3 горячих факелов, так-то неизвестно 5, 2 из них затухают. То есть, что такое факела? Это бывшие, ну, это следы бывшего радиопромысла. То есть не было поселка Водный, был водный промысел. Было ПЯ-3179 засекречено. То есть бурили скважины под воду, а по пути находили газ. И была специальная газовая служба биологическая, которая, в общем-то, в том числе и скважины специально использовали для газа. И газ шел на нужды поселка. Но он в первую очередь по номеру 1 шел на нужды завода этого радиопромысла, то есть использовался для химлаборатории, где-то частично для нужд завода, для выпаривания этого радиоконцентрата. Но там не так много его. И в том числе вот в последнее время выясняется, что, оказывается, треть котлов на котельной, которая была на Водном, ну, в конце еще не был поселок Водный, для них тоже использовался наш природный газ. Вот в 50-х годах. Это вот подтверждение документальное, что 55-й год. Да. А газ на самом деле высокого качества. То есть очень здесь он практически уже подготовленный. То есть в нем мало вредных примесей. То есть он практически готовый для того, чтобы для заправки. И тоже интересный факт такой, что то есть на Водном уже в 40-е годы весь транспорт, то есть была нужда с бензином, весь транспорт был переведен на местный газ. То есть автобус, единственный первый рейс автобуса в Ухтинском районе ходил у нас в Ухту, 2 рейса в день делал. Он тоже был оборудован на газу, была специальная такая газонаполнительная станция. Вот. Есть даже данные, что чуть ли не вплоть до начала 80-х даже использовался этот минимум. А так-то, ну, в 57 газа, конечно, не хватало, чтобы весь поселок отопить. То есть в 57 году к нам уже пришел газ от Воевожа, то есть, да, с тех краев. Вот, да. То есть там уже было больше. Но вот такое уникальное явление. То есть сколько он горит. Но на самом деле, основное, что здесь было интересно, это энергия, радий. Энергия нужна была стране. Вот ее здесь взяли, первую. Здесь цех первый стоит, его называют «Память Лаврентию Павловичу Берии». Потому что там зарождалась вот эта радиовая промышленность, которая дала нам потом все. Ну, до сих пор на ней едем. До сих пор на этом едем. Бомбу, да, там какие-то компоненты жизни. Вот, Ну, это да, но в основном, как бы, Плутоний. это энергия все-таки, в первую очередь. Это же потом на уран уже перешли в концепт какая-то не, более. ну, Вот, который мы сейчас продаем. Так что это вот такое. А газ это уже хозяйственные местные люди решили, ну как бы в глобальном плане, люди думали по-другому немножко, глобально. Почему бы его не использовать, да, нормально, и для людей, и для хозяйства. Вот, потому что здесь потом что у нас? Сразу же в этом месте большой стационар свой, собственный, с врачами. От детского отделения до взрослого. Вот стоит колонной, заброшенный сейчас. Большой-большой клуб с поворотной сценой, первый в республике, театр здесь поворотный был. Бассейн людям, спортбаза, поликлиника, баня,
В общем, все. Ну, Лампочка и телефонная связь. Ну, да, давайте, газопровод что-то. 400 Ай. метров первый. Да, газопровод. Газопровод, да. Это люди вот просто, вот представьте, на то время вернуться, насколько у них думали умы и как они, ну, все это вот воплощали и созидали. Вот. Сегодня у нас минус баня, минус стационар, который еще пока, правда, не снесли, но стоит он без тепла. 6 лет, 7 уже. Вот. Минус школа начальная, минус... Нет, бассейн сохранили. Нет, И конечно. спортбазу сохранили, да. Вот Игорь А вот говорит, этот бассейн этот ваш, он новый или... Он капитальный ремонт пережил, по-моему, лет 15 назад. А, он то есть как бы Да, после он был капитала. вообще такой, плитка там, все такое. Есть кадры, когда Так, а его свет открыли, как вот новый? так интересно, люди, представляете, вот открыли бассейн, он кишит от людей, дети там что-то плавают, 3 дорожки в 2 ряда, вот так вот там, кто как может гребет. А вокруг по нему в 2 ряда стоят люди и смотрят. ну, родители, Просто смотрят, как люди плавают в бассейне. ну, это праздник какой-то. Да вообще, ты что, это же, да и это при всем первый в регионе, как бы, ну, вообще, да, во всем. А да. люди одетые ведь. Ну, Да, мамы, Не папы в или кто там, я не знаю, купальнике, просто, да, просто зеваки стоят там. Хоп, Ну, смотрят. Эти родители, кадры есть в да. этом кино тоже. Так, А футбольное поле сделали, оно, кстати, ровно 100 метров от ворот до ворот. Ровно 100 метров, я считал. И 400 метров круг, хоть он такой, это уже у нас грунтовый. Вот, на этом поле была приглашена команда ветеранов сборного Советского Союза во главе с Игорем Нетто. И здесь они делали тур такой, играли по этому региону. Ну как, ветераны там, им накрывают везде, они ездят, получают плюшки, им хорошо в футбол поиграть. В общем, мы им нигде не забили, кроме этого места. 1-3 наш водный проиграл. После первого тайма вели 1-0. Так что это такое место интересное. Кстати, в музее мы придем, в музее хранится футбольный мяч кожаный с подписями этих ветеранов. Да, Да, Игорь так что Нетто, это- капитан советской да. сборной, олимпийской чемпион. Метро. Видите метро? Это называется просеки, да. Да, просеки называется визира. То есть когда-то велось лесное хозяйство, сейчас вот я не знаю, ведется, не ведется. Да, А прям, на карте, если видели, квадратики такие разбитые. да. Это вот этой вот просеки указаны. Вот. Где-то ты выходишь на перекресток, она вот так пошла. Да, просека. квадраты. Это люди все вырубали Да, в свое время. Да, работали лесники, им за это денежки платили. Представляете, вот они вот вручную все это прорубали. Вот, знаете, вот здесь вот сохранилось. То есть, вот видите, прямое. И там идет, и там прямое. Вот это называется визира. Это мы на просеку Ну, попали. визира прусика, да, вот мы сейчас, то есть, это как раз лесной. То есть квадраты делятся визирами. А на стыках стоят эти специальные столбики и показывают номера квадратов. Ага. Время 16:40. Мы возвращаемся с факелов. Там попили чай, погрелись. Вообще красиво. Очень. Пройти можно спокойно. Дорога натоптана. Даже в коротеньких ботиночках можно. И красивый такой вот лес. Ух. Лисички, следы. Кстати, свежие, потому что снег-то у нас шел, а следы свежие. Алексей у нас идет впереди с факелами. У нас там эта группа с факелами. Сейчас я даже попробую заснять группу у нас с факелами. А время знаешь сколько? Без 25. И относительно светло, да? Немножко веселее.
Следы зайчика. Вот они. Девочки, следы зайчика, посмотрите. Вот. Видите? А, вы видели их? Ну, я видела. А это лисички, наверное. А, это зайка. Как-то он так тут шел, видимо, а там прыгал. Ну, это явно не зайчик. Это лисичка. Лисичка? Оу! А, мы идем на другой еще факел. А, мы еще на один факел идем. Ничего себе. Ой, такая узенькая дорожка. Девочки, только за дорожку не выходите. Местные аборигены резы ходят. Местный абориген. Ой, да, девочки, идите, я вас пропускаю. Давайте. Давайте. Во, бежать надо. Правильно. Ой, Аня, дай мне ж тоже бежать надо. Бежать не надо. Я знаю. Я уже поняла. Ой, ой, ой. Тебе как, руку дать? Руку. Давай. Они что, Ой, 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 господи. Да. Да, тут уже такая трудненькая тропиночка. О, давай, заползай. прикольно. Прикольно? Да, красиво. Очень. Еле пробираются девочки наши. Ой. Ой. А что, не горит, да? Я не вижу огня. Ой, ой, да штырь. Осторожно надо. Я говорю, священный огонь горит. Горит? Я не видела издалека. Это как с Вот я лампадой. сейчас тоже что-то давно здесь не был. Вот, ну, Убран внутрь, чтобы экология не да, нарушалась. то обычно здесь у меня есть фотографии, где он горит так поярче, ну, так, и горит таким голубым пламенем интересным. А здесь... Ну, вот так. Это вот это тушили, да? Да. Нет, периодически другой, поджигают, да? Нет, другой. Этот Здесь, еще раз говорю, сейчас много очень снега у нас нынче в этом году. Там Это железная такая, конструкция. как конструкция, он как на нем посидеть можно такой, поэтому сверху туда, вот так вот смотришь на него, что там горит, не горит, может и не поджигал никто никогда. Ну, в общем, так. Шипи. булькает, слышите? Да, слышу. Звук надо. Ну, булькает, потому что там воды Ну накопилось, да, наверное. снега. И газ выходит и булькает. Сейчас она высохнет, перестанет булькать. Но здесь уже как эту сковородочку не разогреть. Туда люди иногда, я видел, приносят, сковородочку с собой поставил, все там разогрел. Сальца. Да? Да. Я все собираюсь, думаю, принеси бы яйца пожарить. С Новым годом. С Новым А, годом так друг же друга, пахнет да? сильно нефтью. Говорит, даже осталось, яйца раскаленный песок, и кричит. А что он кричит? Вот за свое имя знаешь. Ну, немножко жар дает, да. Здесь, да вот. Постоянно меняется все. Не, интересно, а тут что-то было еще? Или это... Здесь Колонна конструкция, буровая, конечно, вот тут Фланг конструкция. видишь, да? Да. Скважина, Это конечно, скважина. Да, это скважина, да. Ну, То есть Просто- это просто, это уже все следы. Это не ради следы факела бывшего- заколотили, следы в бывшего общем, промысла. здесь была конструкция. Буровая, то есть бурили. Это что Да. пробурить, то вот стояла буровая вышка. То есть любой факел это бывшая буровая. Если Да. как-то представить, проникнуться там на 80 лет назад, как-то мысленно, то вы увидите здесь, как люди работают, крутят гайки, болты, Да. бурят Да-да-да. туда.
Тащат на себе радуются всё это тому, что железо. нефть пошла. По сути дела, Или вокруг что-то каждой там. буровой это мини-поселочек, то есть жилье, им нужно жить, нужно мыться где-то и так далее, там кузня, там какой-то Ну, как раз он техническое показывал на помещение. этом берегу, там дальше там все эти были Склад труб. постройки. Да, то есть это как бы всегда был какой-то маленький мини-поселочек вокруг каждой А буровой. трубы-то везли там с Москвы, да, наверное, до сюда, на эти. Ну, Заводов, да. Ну, наверное, кто у нас ближайший Череповец, где Нет, металл? Черкасцы не делают. Не делали, да? То есть где-то откуда-то приезжали. вокруг Челябинск? Свердловска, да. Нет? Нет. Челябинск, да, там много заводов. Ага. Вова, смотри осторожно. Ага, это, скорее всего, натянуты были троса, да? Железячка, осторожно там. Вот такие тут трупы. Для этого есть попа. Веревка. Аня извалялась она 100 тысяч раз. Так, здесь мы видим крест. На крещение тут делали купель. Все расчищено. Кто купался? Купель? Вон, видите? Крещение? Да, крест. Крещение. Купальщики купались. Время 5 часов. 16:58. И относительно светло. Лодочка. Потому что, видишь, область. Да, облачность, да. Небо высоко. И у нас светло. А так вот уже было все черное. Мы уже на материке. Да, да, да. Если честно, мы даже на полуострове сейчас. Воды на полуострове. Ну, то, что Ухта окружает, да? Да, да, да.